о внутренних и внешних угрозах для Абхазии, как найти пути выхода, как обезопасить себя в этих сложных условиях, как встроиться в эту конструкцию. Вот об этом наша с вами задача сегодня поговорить. Абхазия маленькая страна, она весьма сравнительно, по крайней мере, зависима от внешних сил и факторов. И защитить себя каким-то образом от внешних воздействий, от внешних сил, конечно, нам очень и очень тяжело. И единственное, что Абхазия может здесь помочь, это, конечно же, Россия. Вот об этих стихиях и прочих, каковы наше воздействие, как они сказываются на нас, а как мы реагируем на них, как раз я постараюсь очень коротко изложить здесь вам. Выдержав поистине историческое испытание, как войну и блокаду, оставивши тяжелое наследие, нам предстояло в спешном порядке приступить к решению двуединой задачи первостепенной важности. Существо ее состояло в наведении правового порядка в обществе и налаживании социально-экономической жизни в нем. Это послевоенный период, речь идет об этом. Правда, задача была не из простых, но и без ее решения люди не могли поддерживать свое существование. Ведь они оставались в руинах. Вся социально-экономическая инфраструктура общества была разрушена. Народ оказался на грани социальной катастрофы. Возник острый дефицит продовольственных товаров. Даже сельское хозяйство, выручавшее страну во время войны и блокады, после них стало вымирать. Общество, повторяю, выдержавшее такие испытания, после них стало погружаться в процесс социального брожения. Былые структурные образования, классы, группы и другие прослойки стремительно распадались, расщепляли на все более мелкие группы и группировки, вплоть до так называемых неделимых атомарных единиц, то есть индивидов. Связи и отношения между людьми, по которым каждый из них поддерживал свою жизнь, в одночасье прерывались. Стихийно создававшиеся ими новые формы объединения, кооперации, союзы, корпорации и другие успеха не имели. Они создавались теперь лишь по имущественным признакам, вследствие чего оказывались нежизнеспособными и вскоре распадались. Деструктивные процессы стали деформировать жизнеустройство и абхазского села. Как во время войны, так и после нее жителям села приходилось и приходится еще в спешном порядке покидать свои обжитые места, искать себя новое, более безопасное. Хорошо обжитые земельные угодья еще недавно ними стали пустеть. После поля деятельности сельского жителя все суживается, что приводит к сокращению численности и старению населения сел Абхазии. Увеличивается число брошенных домохозяйств, сокращаются и земельные угодья, где раньше выращивались достаточно разнообразные сельскохозяйственные культуры. Субхозяйственная продукция Абхазии пользовалась большим спросом на внешнем рынке. Теперь же, после войны и блокады Абхазии приходится ввозить не только промышленные, но и продовольственные товары. Но в абхазском обществе село не только кормилица человека, но и формировало его. К сожалению, здесь нет возможности более подробно раскрыть социальный образ села, игравшего в известной степени формообразующую роль в жизни абхазского общества. Но и сказанное выше дает достаточное основание думать, что доставшаяся нам культура – это по существу культура абхазского села. В жизнеобеспечении абхазского общества доминирующая роль села достаточно заметна, что нашло отражение в искусстве и науке. Не об этом ли говорит, в частности, формирование в прошлом абхазской интеллектуальной, в том числе и политической элиты, которая состояла в основном из выходцев села? Не является ли это серьезной внутренней угрозой нашей национальной безопасности? Между тем, нетрудно сегодня заметить, как мы сами подрываем основы нашего социального, в том числе и политического единства. Наше общество разделяет разные интересы и мнения. Разумеется, разные интересы и мнения в обществе могут и должны быть.
Разные интересы и мнения продуктивны и ценны лишь тогда, когда они способствуют формированию общих интересов и служат достижению той общей цели, которую преследуют объединившиеся люди. Тем не менее, раздробление нашего общества все еще продолжается. Впрочем, заметить эти истоки не так уж сложно. Ведь война, которая началась еще до вооруженной агрессии Грузии на Абхазию, как уже отмечалось, отнюдь не прекращалась. Она все еще продолжается. Речь идет о так называемой гибридной войне, о войне информационной, идеологической и ценностной. Правда, она скрытая, но ее влияние на жизнь общества в целом достаточно заметно. Война, о которой здесь идет речь, нацелена на нанесение человеку, отметим еще раз, не физического, а социокультурного поражения, чтобы лишить его самодостаточности и превратить в зависимого и легко управляемого существа. Для нас война, которая еще продолжается, означает, как нетрудно заметить, не что иное, кроме как радикальное преобразование нашего национального мира, нашей национальной идентичности и самосознания. Это та самая заветная мечта Грузии, добиться которой ей так и не удалось на протяжении более чем века. Но Запад – это не Грузия. Судя по всему, реализация своего геополитического проекта в Абхазии ему удается пока довольно успешно. Причем не без нашей помощи. Ведь непосредственными исполнителями этой операции, повторяю, являемся мы сами. Однако критического осознания и оценки осуществляемых нами действий пока тоже не наблюдается. Мир стремительно, неумолимо меняется. Противостоять ей нам не под силу. Нам приходится изменять свой мир, сохраняя при этом его. Выше уже отмечалось, что, столкнувшись на рубеже веков с внешним вызовом, нам удалось адекватно ответить на него. Он императивно предъявлял нам свое требование – либо раствориться в новой конфигурации мироустройства, либо же найти свое место в ней. Отвечая на него, нам пришлось силой отстоять свою национальную идентичность, восстановить свою государственность, суверенность которой вскоре в 2008 году была признана Россией и некоторыми другими странами-членами ООН. Чтобы укрепить ее жизнеспособность, Россия и Абхазия заключили между собой союзнический договор, являющийся для Абхазии гарантом безопасности ее от внешних угроз. Более того, Россия оказывала и оказывает еще сегодня помощь в восстановлении народно-хозяйственного комплекса, разрушенной войной и блокадой. Переходя к практике программного целевого планирования развития республики, нам следует не забывать, что Абхазия маленькая страна и сравнительно более зависима от внешних сил и факторов. Для нас чрезвычайно важно не ошибиться в понимании основных тенденций развития глобального мира, особенно России, чтобы не растерять себя в стремительно меняющемся мире. Нам следует и впредь держаться за нею, являющейся одним из ведущих геополитических игроков в мире. Абхазия в силу географического расположения на протяжении многих веков своей истории была вовлечена в политические процессы, происходившие в окружающем нас геополитическом пространстве. Постоянные сражения с гораздо более могущественными соперниками стали неотъемлемой частью нашей истории. На протяжении всей своей истории абхазы боролись с внешними агрессорами, защищая свою родину ценой невосполнимых жертв. Да, укрепляя и развивая наше независимое государство, мы не должны забывать уроки прошлого. Сегодня, когда интересы мировых держав вновь столкнулись, и в том числе в нашем регионе, нам необходимо вести взвешенную, прагматичную национальную политику. Героическая история нашего народа всегда была связана с мировыми цивилизационными процессами, однако горький опыт научил нас, что силой одного лишь оружия невозможно добиться благополучия народа. Признание России независимости Абхазии стало переломным моментом в новейшей истории Абхазии. Признание в августе 2008 года независимости Абхазии и Южной Осетии Российской Федерации оказалось событием не только регионального значения,
Оно также оказало влияние на процессы, происходящие в мировой геополитике. Таким образом, события августа 2008 года и последовавшее за этим возвращение Крыма в состав России положило начало процессам, которые стали формировать новое мироустройство, основанное на многополярности. Переустройство мировой системы всегда было сопряжено с потрясением всемирного масштаба. Именно в эту непростую эпоху довелось нам жить. Учитывая угрозы, стоящие перед нашей страной, главная задача, как это было и в прежние времена, остается решение безопасности. Союзнические отношения с Российской Федерацией дают нам реальные гарантии безопасности, и это открывает возможности для защиты нашей идентичности, этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности, дает возможность для социально-экономического развития. Столкновение противоборствующих сил происходит в том числе и в нашем регионе, в непосредственной близости от нас. Россия, Турция, Ближний Восток, Крым, Украина, Черное море, в котором стали появляться американские корабли и все чаще залетают самолеты с разведывательной целью. Все это важные элементы, создающие новую реальность в макрорегионе, частью которого мы являемся. Наглядным примером является Декларация НАТО 2021 года. В ней было указано, что следует продвигать двусторонние, особенно военные отношения с Украиной и Грузией, вплоть до включения их в альянс. Также говорилось о том, что НАТО должна расширять свои присутствия на суше, море и воздухе в Черноморском регионе в целом. С этой целью и была предпринята попытка совершить очередной переворот в Грузии. Не исключено, что в случае резкого военного поражения Украины силы коллективного Запада будут пытаться втянуть Россию в какой-нибудь другой военно-политический конфликт. О попытках вынудить Грузию открыть второй фронт неоднократно говорили сами руководители Грузии. Несмотря на крах своих надежд военным путем присоединить Абхазию и Южную Осетию, Грузия продолжает оставаться основной угрозой для нашей страны. Политический кризис, который переживает Грузия, и ее экономические проблемы не должны нас успокаивать. Нынешнее руководство Грузии неоднократно заявляло об отказе применить силу против Абхазии и Южной Осетии. Вместе с тем, мы видим, что оппозиционные силы в Грузии продолжают представлять угрозу возобновления войны в случае прихода к власти. Учитывая все это, военный бюджет Республики Абхазия с 2020 года значительно увеличен. Предпринимаются усилия по укреплению нашей безопасности. В этой связи еще раз хочется подчеркнуть, что наша безопасность также гарантирована стратегическим союзом с Российской Федерацией. Тем не менее, в своей внешней политической деятельности мы должны проводить взвешенную дипломатическую активность, направленную на предотвращение военной угрозы и расширение круга стран, признающих нашу независимость. И в этой нашей дипломатической деятельности мы можем также опираться на договор между внешнеполитическими ведомствами Абхазии и России. Никакие тактические маневры не должны иметь места во взаимоотношениях наших стран. Абхазия последовательно демонстрирует репутацию надежного союзника. В период, когда современное человечество переживает глобальные потрясения, способные изменить картину мира, наше общество не может позволить себе тратить энергию на внутриполитическую борьбу. Мы снова, как это было накануне начала войны в 1992 году, должны демонстрировать свою сплоченность и способность противостоять внешним угрозам. Ситуация вокруг Абхазии определяется наличием сразу нескольких зон конфликта. Первая зона конфликта – это Украина, на территории которой столкнулись Россия и силы коллективного Запада. В России военные действия называются специальной военной операцией. Но если говорить без политкорректности, то речь идет о прокси-войне между Россией и коалицией западных держав во главе с США. Отметим, что наши соотечественники активно принимают участие в этом противостоянии. К сожалению, есть павшие на полях сражений наши граждане. Вечная им память. Вторая зона конфликта – это Закавказье. До конца 2020 года Закавказье было зоной так называемых замороженных конфликтов. Однако политика премьер-министра Армении Николы Пашиняна привела к тому, что режим Ильхама Алиева в Азербайджане решил, что карабахскую проблему можно решить силовым путем. Вторая Карабахская война сентября-ноября 2020 года привела к поражению Армении, потере значительной части территории, как собственно Нагорного Карабаха, так и буферных 6
районов, занятых Арменией в ходе войны 92-94 годов. Капитуляция Карабаха привела к резкому изменению ситуации в регионе. Ее последствиями стали усиление Азербайджана, возрастание роли Турции. Главным же итогом Второй Карабахской войны, и это принципиально важно для нашей страны, стал прецедент ревизии сложившейся на постсоветском пространстве статуса КВО после замораживания ключевых военных конфликтов 90-х годов. И это создает важнейшую угрозу для Абхазии. У некоторых политиков в регионе создалось ощущение, что Россия слишком занята процессами на Украине, своим противостоянием с Западом, что в этой ситуации они могут заняться решением своих проблем без оглядки на Москву. Касаясь последнего аспекта, следует указать, что речь идет не только о попытках нынешнего руководства Армении возложить на Россию вину за поражение и капитуляцию Карабаха, а также переориентировать свою армию на западные стандарты. В конце 2023-го, начале 2024 годов официальный Ереван и словами, и действиями дистанцируется от поддержки Москвы в украинском конфликте. Так, в феврале 2024 года в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности Никола Пашинян заявил, что Армения не является союзницей России по украинскому вопросу и назвал украинский народ дружественным. Следует выделить иранский фактор в регионе. Происходящие в Армении процессы не могут не тревожить иранское руководство, которое объективно не может быть заинтересовано в усилении турецкого влияния в регионе. И в этой связи нельзя исключать, что Кавказ впервые за почти 200 лет станет регионом соперничества между Ираном и Турцией. Теперь о том, как эта ситуация касается нашей страны. Совершенно очевидно, что в условиях затягивания СВО санкционный режим и антироссийская роль Армении делает Азербайджан и Грузию важными государствами Закавказья. Фактически безопасность Абхазии зависит от двух аспектов. Первый аспект – это внутриполитическая конъюнктура в самой Грузии. Осенью этого года в стране намечены очередные парламентские выборы, на которых правящая грузинская мечта либо сохранит власть, либо будет сброшена под напором оппозиции. Нынешняя грузинская власть с началом российской СВО, формально осудив действия Москвы, не присоединилась к антироссийским санкциям и отказалась открывать второй фронт. Оппозиция же, напротив, требует открытия второго фронта, в том числе на территории Абхазии. Мы наблюдаем беспрецедентное международное давление со стороны США и их ключевых союзников на грузинское руководство. Не исключено, что поствыборная ситуация будет использована как внутренней оппозицией, так и их западными кураторами для организации цветной революции с последующим обострением в регионе. Второй аспект – это российско-грузинские отношения. Нейтральная позиция Грузии в конфликте России и Запада привела к максимальной разморозке в отношениях между Москвой и Тбилиси. К июлю 2022 года товарооборот между двумя странами вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 962 миллиона. В период января-ноября 2022 года денежные переводы из России составили 1 миллиард 750 миллионов долларов. Это в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года. За первые несколько месяцев 2023 года Россия вышла на первое место среди торговых партнеров Грузии, опередив даже Турцию. Нынешняя политическая разморозка отношений между Москвой и Тбилиси породила в определенных российских экспертных и околополитических кругах эйфорические настроения, связанные с тем, что Грузия сейчас повернется к России, что у нее нет альтернативы для такого поворота и что за окончательное применение можно заплатить инициированием создания то ли федерации, то ли конфедерации Абхазии и Грузии. Абсолютно убежден, что в руководстве России нет и не может быть таких планов. Однако тиражирование подобного рода тезисов ведет к созданию негативного фона в абхазо-российских отношениях. Третья зона конфликта – это ближневосточная. Как известно, 7 октября 2023 года боевики и движения «Хамас» осуществили масштабное нападение на территорию Израиля. В ответ на это Израиль начал крупную военную операцию в секторе Газа. Все это сделало возможным полномасштабную войну в регионе. Уже сегодня обсуждается возможность расширения военных действий на Сирию, Ливан и Иран. Ну, как это нас касается, может стать вопрос. Очень просто. Мы помним, что
В 2013 году, когда, значит, военные действия в Сирии были, в Абхазии, прибыли в Абхазию более 500 беженцев. Это представители нашей диаспоры кавказской. И такие обстоятельства могут возникнуть снова. Руководством уделяется большое внимание развитию вооруженных сил Республики Абхазия. С 2020 по 2024 год проводилось усовершенствование организационно-штатной структуры, последовательное наращивание боевого состава вооруженных сил, как мирного, так и военного времени, направленный на внедрение новых способов ведения боевых действий, адаптацию войск к современным условиям вооруженного противоборства, повышение боевого потенциала вооруженных сил. В последнее время значительно увеличилась интенсивность подготовки органов военного управления. Все они направлены на повышение возможностей войск и проводятся совместно с вооруженными силами Российской Федерации. Министерство обороны Российской Федерации приняты меры, обеспечивают прикрытие воздушного пространства Республики Абхазия от ударов ВПЛА. Эти и многие другие меры, подкрепленные нашим военно-стратегическим союзом с Российской Федерацией, дают нам уверенность в нашей способности отразить возможную агрессию со стороны Грузии. Говоря о безопасности страны, мы не можем игнорировать вопросы, связанные с внутренней безопасностью. Анализ криминогенной обстановки за период 2020 по настоящее время показывает стабильную тенденцию по снижению уровня преступности в республике. Органами внутренних дел осуществляются конкретные меры по поддержанию правопорядка, обеспечению общественной безопасности и борьбе с преступностью, усилению системы профилактики правонарушений. Так, если с 2014 по 2019 год было зарегистрировано 5328 преступлений, то с 2020 по 6 месяцев 2024 было зарегистрировано 3211 преступлений, то есть на 2117 меньше. Что касается тяжких и особо тяжких преступлений, с 2004 по 2019 их количество составляло 2613, при этом раскрываемость составляла 43%. С 2020 по 6 месяцев 2024 года количество тяжких, особо тяжких преступлений составило 1078, то есть меньше на 1535, при раскрываемости 74,9%. Учитывая стоящие перед нами угрозы, мы должны вести взвешенную, более прагматичную политику. Безопасность обеспечена, это самое главное. Мы можем говорить много об энергетической безопасности, продовольственной безопасности, не знаю, других разных видов безопасности наших внутренних. Но если нет у тебя в государстве в целом военной безопасности, все остальное уже действовать не будет. Поэтому это ключевые моменты, это ключевые позиции, о которых мы не должны забывать. Мы привыкли, знаете, такое ощущение, что привыкли, что к нам постоянно приезжают, оказывают нам помощь, оказывают социальную помощь и так далее, и так далее. Это, конечно, с 2008 года все это идет и продолжается. Но нам самим надо на ноги крепко становиться. Вот наша какая задача и перспективы стабильного развития. Вот здесь, вот, конечно, мы немного опаздываем, хромаем. Вот о чем нам нужно чаще говорить и непосредственно делать. А так, важно, конечно, вот такие мероприятия нам нужно проводить, но нам от слов надо переходить к делу. Вот это необходимо. Давайте вернемся к нашим делам внутренним, вот то, что у нас делается. Неделю тому назад я вот в связи с этим сейчас вспоминаю, в интернете у нас увидел я такую вещь. Значит, очень так умно сделано. Значит, 1999 год Владислав Григорьевич встречается с группой детей, которые побывали в Соединенных Штатах. 99 год. И он по-отечески их приветствует, радуется тому, что они побывали в Соединенных Штатах, что они там вот, чуть ли не нашими дипломатами были, вот мы там не можем, значит, бывать в тех местах, где они были, вы побывали в Организации Объединенных Наций, вот только не встретились с ну, в основном, так сказать, такое, ну, очень такое радостное,
и он выражает надежду, что вот Запад как-то по-другому сейчас начинает смотреть. Вот вы побывали там, мы в следующий раз пошлем еще большую группу детей, значит, и таким образом мы как-то будем развивать связи с Западом и прочее. И после этого показывается там, значит, во второй половине вот этого листа показано, значит, 2024 год, президент Бжания посылает в парламент закон об иноагентах. Контраст. Вот Владислав Григорьевич приветствовал связи с Западом, он, значит, детей туда посылал, он развивал с ними отношения, а вот, значит, нынешний президент посылает нас, значит, назад куда-то, и потом, конечно, все, что говорится вокруг этого, 1937 год, репрессии, закон об иноагентах, это значит, что за этим последует и прочее, прочее, прочее. В общем, дается пища для размышлений человеку такая, что в ужас приходит. Конечно, это сделано умышленно, но человек, который это делал, он молодой, видимо, он не совсем знал, что происходило тогда. В 1999 году, вот Сергей Миронович хорошо помнит, Олег Несторович, Давид Чичевич, мы были в парламенте, и это, вы знаете, вот такая поездка, она была, конечно, очень интересная, хорошая, и мы надеялись на то, что действительно Запад, значит, как-то будет переоценивать свои отношения к нам. Мы ведь никому не представляли никакой опасности. Мы небольшая, значит, республика, воспользовались своим правом на самоопределение, и по-исторически, там, по-всякому, так сказать, мы имели на это право, и, так сказать, ну, непризнанные существуем. Значит, но после этой поездки были другие поездки, после которых Владислав Григорьевич, конечно, поменял свое мнение, и мы все, потому что они продолжали ту же политику, которая, так сказать, а дети им нужны были для того, чтобы обрабатывать, для того, чтобы, так сказать, действовать на умы, показывать, так сказать, разницу между Западом, между, значит, вот разоренной, вы представляете, это когда республика после войны, в каком состоянии мы находились, и вдруг они, дети, которые никогда не выезжали за пределы Абхазии, побывали в Соединенных Штатах. Конечно, широкие глаза, там, общение и прочее. Все это вызывало какую-то... Они были настолько растеряны, что даже Владислав Григорьевич несколько раз просил их что-то сказать, значит, свои впечатления, мнения. Они молчали, потому что они были поражены и в уме перерабатывали эту информацию. Да, потом, конечно, это все прекратилось. Вы знаете, я не против этих неправительственных организаций, не подумайте, что я призываю там их закрыть на замок и прочее, запретить им работать в Абхазии. Нет, конечно, но какой-то порядок, какая-то, знаете, вот в смысле безопасности нашей, сегодня как раз о безопасности говорится, нужно знать во всем меру. Нужно знать, значит, там, где они приносят пользу и где нет. Вот сегодня о Грузии много говорят. Та же Грузия, она же вся прозападная. Американцы там хозяева, как у себя дома. Они имеют право на все там фактически. Посмотрите по Конституции, по законам. У них улица Буша есть, так сказать, проспект целый. И они принимают закон об иноагентах. Ну, спрашивается, почему? Почему? Ведь у них работают западные, эти же с этих стран, но даже они почувствовали опасность, почувствовали не просто потому, что там сейчас вот эта власть именно, вот поэтому эта власть и другие говорят о национальных интересах, Они ведь игрушкой в руках являются, военной игрушкой в руках Соединенных Штатов. Вот сейчас, так сказать, все беды у них происходят от того, что там и то, что там им урезали какую-то помощь, там еще что-то, пальчиком погрозили, сказали им, что мы вам покажем, просто потому, что они не соглашаются открывать второй фронт против России. У нас
единственный союзник России. Посмотрите, что пишут, что говорят наши блогеры и другие там уважаемые. Я опять не подумайте, что призываю заткнуть рот им. Я просто призываю к тому, чтобы они поняли, что если мы говорим о безопасности, если мы говорим о перспективах своих, о своем развитии, мы должны понимать, кто мы и что мы. Да, мы с Россией стратегические союзники, но сравните Россию с Абхазией. У нас, если по правду сказать вам, вы сами понимаете без меня, у нас с Россией могли быть ассоциированные отношения, потому что такое маленькое государство с небольшими возможностями и строить свои отношения с большим на основе ассоциированных отношений. Это когда, основные признаки его какие? Это когда часть полномочий своих передает большому государству, с кем ассоциируется, с кем устанавливают такие отношения. У нас что? Мы не передали свои полномочия по охране государственных границ совместно, правда, но это передача. Мы не передали охрану своей безопасности. База здесь находится. Мы часть зарплаты Россия не платит нашим, значит, людям. Пенсии не платит, а это ведь почти главное в жизни этого государства. Вот эти главные вещи, мы это тоже делегировали. Ну, там временно, не имеет значения. Россия это делала и делает, продолжает делать. Вот у нас какие отношения. Но она не назвала эти отношения ассоциированными. Она установила с нами союзнические отношения. И, вы знаете, просто хочу сказать, что мы были совершенно независимы до признания. Независимы абсолютно. Ни от России, ни от кого. Так сказать, и всегда жили за счет помощи, за счет того-то, ну, все мы помним это, как было. Но когда Россия признала нас, и мы установили с ними дипломатические отношения, возникают обязанности. Кроме того, что ты потребляешь, получаешь, ты обязан еще что-то делать. Вот протокол этот, о котором, значит, тут много говорили, он ходил, сегодня, так сказать, не вспомнили, и слава Богу, но я вынужден вспомнить, значит, и вот там, значит, то угроза, то там какие-то санкции, не санкции. Вы знаете, существовал ли этот проект на самом деле или нет, на этот вопрос ответил очень четко министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров. Он сказал, что, господа, мы с вами строим отношения, у нас были соглашения, значит, эти соглашения надо выполнять. Баланс интересов. Он сказал, что вот с Сергеем Мироновичем мы встретимся скоро, значит, обсудим эти вопросы. И заканчивает опять баланс интересов. То есть он дает понять, что, знаете, вы перестаньте вокруг этого протокола, вы посмотрите соглашения, какие должны выполнить, что должна выполнить Россия, что должна сделать. В договоре написано, в первом договоре, который заключен в 2008 году после признания, там в одном из пунктов сказано, Россия и Абхазия строят единое, я своими словами передаю, единое экономическое и социальное пространство. Для этого они делают то-то, то-то, развивают торговые связи и прочее. Написано дальше, объединяют энергетические и транспортные системы. Объединяют энергетические и транспортные системы. Дальше, в 2014 году, новый договор союзный, в нем, так сказать, в развитии всего этого сказано, там, значит, сказано о гармонизации. И даже сроки там установлены, насколько я помню, там 3 года или что? 3 года, да. Вот эти гармонизация должна пройти. Что это означает? Это означает, что единое экономическое пространство, там вы, экономисты, лучше меня понимаете, что должны действовать одинаковые законы, чтобы экономика и там развивалась, чтобы не было препятствий на пути движения товаров, чтобы не было препятствий каких-то, знаете, вот экономического характера. Должно быть. На основе этого родился этот проект вот этой гармонизации. Конечно, вот это
Дорожная карта, да, я согласен с теми, кто говорит, что когда, значит, вот эти документы составляются, надо внимательно их читать, надо смотреть, какие вещи можно осуществить, какие нельзя осуществить. Это уже наша вина. Знаете, какие требуют какого-то большего времени, какие меньшего, значит. Но мы же не можем, например, сегодня продажу собственности домов, значит, не гражданам Абхазии. Ну, невозможно это сегодня делать. Может быть, как говорят лидеры оппозиции, что этот вопрос можно рассматривать в будущем. Так, значит, может быть, действительно можно будет. Но прямо поставить вопрос, что сегодня этот вопрос решится, это, наверное, невозможно. Какие-то другие вопросы еще. Но когда документ подтверждается всеми, значит, инстанциями, как положено, конечно, его надо выполнять. Да, вы знаете, конечно, не украшает наше отношение к России то, что говорится и делается, и на которое наша общественность как бы не обращает внимания. Это в эфире идет это все, так сказать. Мы не называем имен, не говорим, значит, что вот это происходит. Знаете, у нас все вот какое-то такое вот в общем, знаете, вот эти в общем разговоры, они приводят к тому, что вот такая почва. Сегодня мы закон об иноагентах не принимаем, не хотим принять. Через 15 лет сами будем просить, но будет поздно, будет очень сложно, потому что настолько, вы знаете, это западные, вот эти вот, они добились чего? Они добились самого главного, что вот люди, которые работают в неправительственных организациях, стали невольными защитниками их. Кого они защищают? Государства, которые не признают Абхазию, не дают признавать другим странам, продолжают вот эту политику, так сказать, угроз, шантажа вокруг Абхазии. Эти государства платят деньги для того, чтобы против них, что ли, работали. Да, наша молодежь, которая состоит в этих, я знаю, что они спорят, они доказывают, что Абхазия независимое государство, что вот Соединенные Штаты и другие страны, они не правы. Вы знаете, получается, вот как будто в сюрреалистическом мире живем. Мы получаем деньги, я получаю деньги, говорю им, что они негодяи. Они спокойно это выслушивают. Они знают, что в душе эти люди, они, конечно, патриоты, они хотят, но им нужно другое, им нужно воспитать их в нужном духе для того, чтобы они, значит, борцами были и действительно, так сказать, да, гражданское общество – важнейшая часть нашего общества, важнейшая часть. Мы сами в Общественной палате тоже являемся частью гражданского общества, и мы поддерживаем их. И мы говорим, что вот то, что нам сейчас, так сказать, вот как бы судьба дала вот эту возможность свободно выражать свое мнение, говорить, так сказать, без боязни, что тебя будут преследовать за это величайшее достижение. Но этим величайшим достижением нужно очень аккуратно пользоваться, очень осторожно, для того, чтобы просто самим себе не навредить. Мы прожили многое и прошли через тоталитарный режим. Конечно, молодежь не помнит всего этого, она родилась после этого, и она думает, что вот эти все свободы, они как бы родились вместе с ними, и их не отъемли. Это действительно так, но надо быть весьма внимательным, надо быть, знаете, вот опыта не хватает в том смысле, что они же не видели те времена, когда шла борьба национально-освободительная, когда нужно было за каждое слово бороться, когда нужно было добиваться, знаете, вот этой свободы. Чем бы мы ни занимались на государственном или общественном уровне, нам нужно, наверное, понимать, в чем вообще цель абхазского народа, в чем она заключается. Вот здесь основной докладчик Олег Несторович и в том числе Сергей Миронович озвучили очень главные, основные постулаты, на мой взгляд, которые отвечают на этот вопрос. Это, по сути, речь идет об этносе и о его культуре, о самоидентификации. Соответственно, зачем нам нужно государство? Если нашей основной целью, стратегической целью является сохранение культуры, сохранение самоидентификации,
свободы, территории, языка, то через эти постулаты мы должны подходить к любому вопросу, касающегося безопасности нашего государства. Нам нужно понимать, что вот тот же вопрос, да, о финансовых, экономических вопросах, да, с которыми мы сталкиваемся, с зарплатами и так далее, это же тоже обусловлено не тем, что там в Российской Федерации там все так плохо и так далее и тому подобное. Российская Федерация прекрасно понимает, что нам нужно развивать собственную экономику. Соответственно, нужно концентрироваться на своих ресурсах, насколько это возможно. В рамках этих своих ресурсов тоже готов отдать должное людям, которые сегодня работают в Центре социально-экономических исследований, которые провели очень серьезную работу, которые расписали программу стратегического развития Республики Абхазия. И бесспорно, к таким программным документам нам обязательно нужно возвращаться, если мы хотим выстраивать адекватные экономические и общественные модели. Сейчас на самом деле идет война, и война идет информационно. И к этому нужно действительно относиться с опаской, я бы сказала, потому что это другие методы. Что я хочу сказать про Абхазию, то я также переживаю, как и весь абхазский народ, за то, что сегодня здесь происходит. И меня это на самом деле очень беспокоит, потому что живет моя родня, живут родители, уже которых нет, живут родственники. Мне тоже это страшно. Неизвестно, что произойдет дальше. Если честно, мне это напоминает дежавю. Я свидетель была 89-го года, когда произошли первые события, когда ходили молодежь, когда ходили, сбрасывали, когда голодали, когда это, к чему это привело к развалу в обществе. Вот мне бы не хотелось, чтобы этот развал в обществе больше, еще больше, например, провоцировался. Что я хотел сказать, самое главное, ну, все как бы разделяют то мнение, что и не только собравшееся большинство жителей Абхазии, что отношения союзничества и стратегического партнерства, которые установились с между странами, это правильный курс, и подавляющее большинство граждан Абхазии его поддерживают. Значит, демократическая модель, существующая в Абхазии, и отмечают это даже наши враги и противники, что Абхазия в течение многих лет доказала, что она проводит демократические выборы, в исходе, в результате которых никто не сомневается, что демократическим образом избирается Народное собрание, парламент, и таким же демократическим образом избирается президент. Поэтому разговор о том, что демократически избранный парламент или демократически избранный президент плохо прислушиваются к народу, они витают в воздухе. Эти люди избраны этим самым народом. Народ доверил им от их лица вести государственные дела. Для того, чтобы реальность оценить адекватно, это вызов со стороны комфорта. Я имею в виду комфорт, когда обретает та или иная общность или государство, или народ, когда-то что-то завоевывает, вот он доходит до чего-то, и вот дальше уже начинается комфорт, и он теряет чувство реальности. То есть бойся комфорта, это тоже, наверное, один из вызовов, который расслабляет и делает нас вот абсолютно неадекватным или, скажем, вызывать какие-то такие решения. Это касается не буквально всех стран, может быть, какой-то цикл испытывает каждое государство, народ, когда он чего-то достигает, потом наступает элемент вот того неадекватного понимания. Я имею в виду, это закономерность глобального масштаба возможно. И это касается нас тоже. Что тут говорить? Да, мы обрели независимость, да, мы обрели союзника стратегического. Можем ли мы быть вот таким, который не пользоваться, не потреблять тот комфорт безопасности, о котором сегодня говорилось, мы получили его, а вот идти дальше и не то, что дальше, оценить эту реальность адекватно и отвечать другим вызовам в том числе. Я просто хочу одно еще сказать, обращаясь к нашим вот политикам. Ну, знаю, что беспокоит, страхи, конечно, есть, контекст есть, понятно, исторически все. Я хочу просто обратить внимание на одну вещь, которая, ну, к ним обращаюсь, ко всем нам, я к себе тут, что никакие прогнозы с точностью нигде не сбываются. И те опасения, которые у нас сегодня есть, вот якобы там то решение примем, то, так сказать,
в плане гармонизации примем проекты о апартаментах и так далее, что мы потеряем столько, мы демографическое то-то. Никто не знает, что может быть. Вот представьте себе, весь Запад, коллективный Запад, сколько умов. Ничего они ошибочное решение приняли, в конце концов противостояли России. То есть, когда Россия была в лоне ихнего влияния, что они сделали в итоге? Они сделали Россию субъектом мировой цивилизации, делают ее во всяком случае. То она была у них. Что они еще хотели? Так это же наоборот противоречие, противоположно. Так что я хочу сказать о том, что немножко успокоиться, а вот не рисковать, как кто-то сказал, это еще больше риск. Да, я просто хочу сказать о том, что да, есть риски в этих проектах, но мы способны их корректировать, и вызов принимать, и адекватное решение принимать. Мы можем корректировать в результате, в ходе. Сергей Миронович сказал одну очень важную мысль, которая, наверное, сегодня отвечает вот на вопрос о том, что же в современных условиях мы не должны ни в коем случае делать. Он сказал такую вещь. Негативный опыт исторический не должен лежать в основе наших взаимоотношений с соседями. Я считаю, что сегодня это очень важно. Мы очень часто в информационном пространстве сегодня слышим о событиях 200-летней давности, о том, какую роль имперская Россия сыграла в жизни нашего народа. Да, отрицательную сыграла, но потом, в течение вот последних предыдущих 100 лет, мы видим, как Россия, какую роль она сыграла в сохранении абхазского этноса. И вот это слово «комфорт», о котором говорит сегодня Беслан, он сказал, что вот мы стали жертвами того комфорта сегодня, мы неадекватно оцениваем тот комфорт, который Российская Федерация создала нам, заключив с нами в 2008 году договор, вернее, подписав договор о дружбе и сотрудничестве, и в 2014 году заключив с нами соглашение о союзничестве и стратегическом партнерстве. Оно нас обложило вот этим поясом безопасности, который создал условия для того, чтобы мы могли развиваться. Я думаю, что мы все-таки должны понимать, и вот эта фраза, что негативный исторический опыт, не он должен стать основой наших взаимоотношений, а именно тот опыт современных взаимоотношений. И я считаю, что это просто счастливая случайность, что мы сегодня признаны в принципе Российской Федерацией. Вот. Счастливая случайность, что мы не вошли в состав Российской Федерации или не заключили ассоциированные отношения. А Российская Федерация признала нас независимым государством. Никто ведь больше не признал.